А это еще кто? Эй, Вита, 100 лет не видались. Ага. 100 лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клименто убит. Слушай, Вита, я знаю, что Фальконе к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну да. Слушай, насчет твоего ухода. Клименто с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко. Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. И что нового? До или после того, как половину наших угробили? Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Ну, я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Ники. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно, тот самый. Голосочек, как у Мини Мауса. Ага, да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? А вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чем я? Да. Тут с тобой не поспоришь. Эй, Привет, Вито. мои деньги у тебя? Я всегда держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда Ну такой. да, не вини же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчи. Он собирается на нас наехать, а я не знаю никак, ни почему. Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клименте. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Климента. Но надо же, насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клименте. Настоящий профи. Да. Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Но вообще-то он уже здесь. Вот как? Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри.
Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как не удел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клемент и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри, ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри. Для страховки. Но тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня. Ладно, тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Вита, на сегодня пока все. Но заезжай завтра. Договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. До свидания, мистер. Мистер Скалетто, всегда вам рады. Для вас, сэр, все самое лучшее.
Лео! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай, пока не Лео, схлопотал Лео, убери пулю. пушку! Это я, Вито! Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать! Скорее собирайся! За тобой идут! Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут, уходи отсюда! Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками, все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно они уже здесь. Дерьмо, Генри не должен меня видеть. Прячемся быстрее, пока он внизу. Эй, спрячемся под кроватью. Ты что, сдурел? Эй, может, в душе спрячемся? Это не самая разумная Что это ты идея. тут делаешь? Все в порядке, Генри, без паники. Убери пушку и отошли своих ребят. Я все объясню. Парни, подождите на улице. Если я не выйду через пару минут, вернетесь за мной. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь мне спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вита, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить, я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео, должен быть выход. Вито, иди. Прости, Вита. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш, Лео, хочешь выпить? что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Но сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал.
Вита, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Ты туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лост-Хевен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Это не слишком? Я все равно собирался на покой. Вот ты живешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не изменится. Он драчун. Сейчас он служит и молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом завяз. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет? Хорошего отдыха, старина. Франни, что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше Эй, видеть. что стряслось? Кого видеть? Эрика, Мужа? Почему? он пьет и гуляет все время. И Погоди, он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью! Нет, Вита, не надо, прошу тебя. Я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя Где он? послушает. Я не знаю. У него есть друг где-то на Ривер-стрит. Обычно Успокойся, он у все него будет сидит. хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски. Идет?
Забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. Вита, это Франческо. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто держись подальше. Почекай! Живи! Давай! Гори! Макаронник! Гори! Мой дом! Мать! Почекай! Живи! Давай! Гори! Макаронник! Гори! Мой дом! Мать! Слушайте, мне нужна ваша машина.
Джо, ну, только не говори мне, что ты не дома. Ну же, только б не валялся пьяный. Давай! Попридержи коней, иду, уже иду. Ты что, жарил мясо в одних трусах? Да. Можно войти? Да, конечно. Дай я тебе налью. Какого хрена? Мило, да? Это еще что такое? Я тут обстановку поменял. Что скажешь? Да уж, тут все другое. Да уж точно, сам обставил. Так что случилось? Вот, держи. Эти чертовы психи-ирландцы. Что такое? Что они сделали? Убить меня пытались, мать их. Что? И спалили мой дом к чертям. Вот это да. И что дальше? Хочешь разобраться с рыжими прямо сейчас? А то, ну да. Ладно, расслабься, выпей, а я пока кое-кому позвоню. И в шкаф ко мне загляни, если не хочешь воевать в одних трусах. Спасибо. Думал, ты не предложишь. О, кровать неплоха. Хай, это Джо. Да, я знаю, но мне помощь нужна. Сегодня куча ирландцев пыталась убить моего друга. Они ему дом сожгли. Я хочу знать, кто они такие и где у них логово. Эй, если не скажешь, проблем у тебя будет в разы больше. Микки Десмонд. Вот оно что, понятно. И где он сейчас? Да, ясно, я знаю, где это. Понятно, спасибо. Вот здорово. Прям как клоун. Вот на человека Дальше хоть ехать похож. некуда. Только рубаху потом верни, ладно? Таких больше не делают. Да, и знаешь, не просто так. Куда мы едем? В Кингстон, там ирландский кабак называется «Зеленый холм». Поехали. Садись в машину. Ладно. Ты за ирландцами не следил, нет? А что такое? У ирландцев новый босс. Звать его Микки Десмонд. На его место есть еще пара претендентов, так что он всем хочет показать, какой он крутой. А ко мне это какое имеет отношение? Он двоюродный брат О'Нила. А, теперь понятно. На что хошь спорим, торчит сейчас в своей дыре и ржет над нами с остальными ублюдками. Поехали, разберемся с ним. И я про то же. Похоже, их осталось немного, так что кабак можно взять с налету. Застать их врасплох и все дела. Мне нравится план. Уроды, дом не спалили к чертям. Остынь, мы уже на подъезде. Черт, тебе же ствол нужен, чуть не забыл. Да, хорошо бы у тебя он был. А то если нет, придется руками рвать. Честно, мне пофигу. Тут где-то должен быть вроде... ну вот, держи. Спасибо. Преследую гонщика. Понял. Ты всех копов города решил за нами собрать? Тебя в задницу укусил. Эй, ты же на красный проехал. Помедленней! Готов, Вита? Пошли уложим этих кретинов.
Я ж говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал, трус поганый. Но я его отыщу, и тогда... Это ты сбежал, четырехлистник. А, черт, ты... Ну ты нахал. Это да. Я лучше всех. Стреляешь, как моя сестра. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Давай, покажись! О, там в машине еще есть. Держи их, они смываются. Ладно, вперед, садись за руль. Тут один козел пострелять решил. Понял. С места! Быстрее, Вита, упустим! А, черт, упустили. Ладно, поехали тогда отсюда. Ладно, все равно выпить хочу. Ну вот, дело сделано. Тут у меня нападение на полисмена. Мне не вернет. Не волнуйся, Вас дела идут понял. в гору, так что скоро заработаешь на новый. А, очень надеюсь. Ладно, поехали домой. Так что я посплю на твоей тахте, а? Есть вариант получше. Вот, держи ключи. Это квартира Марти. Его мама как раз просила ее продать. Так что поживи там пока что. Спасибо. Вариант. Не благодари, приятель. Староват ты уже для моей тахты. И потом я только что ее купил. Раздолбаешь еще. Хата Марти на острове. Так что, полегчало? Не очень. Ну, прописали им по полной, и все равно мало. Эй, то, что сгорело, всего лишь шматье, Вита. Просто шматье. Это было мое шматье, Джо. Как думаешь, зачем я вообще во все это влез? Просто чтобы покупать шматье. Костюмы, тачки, тёлок, дома. Теперь я опять без штанов, и бабло тоже, все было в доме. Я пообещал себе, что больше не буду бедным, не буду перебиваться, как отец. Да-да, я понимаю, не дрейф, что-нибудь придумай. Пара секунд, и снова будешь на ногах. У тебя-то долбанный стакан всегда наполовину пола. Тормози нахрен, пока нас не стопан... Тогда, наверное, до встречи. Увидимся, старина. Держись. Преследую гонщика. Понял. Заглушите двигатели и выйдите из машины. За это полагается штраф. Простите, офицер, денег нет.
Ну и дыра же. Были б деньги на гостиницу. Вот же мерзость.